Всем привет! Итак, вот много уже обзоров сделал, а вот обзор телефонных, собственно, функций 5530 забыл сделать, и сегодня я исправлю это упущение. Ну и так, давайте начнем. Как видите, снизу видны две клавиши. Если нажать на первую из них, то мы можем набирать номер или сохранить его в контактах, видите, контекстно предлагается. А вторая вкладка дает, собственно, контакты. Мало того, довольно интересно, ну, естественно, присутствует кинетическая прокрутка и разбитие по группам. Довольно интересная вещь, поиск вот такой, он интерактивен. Набирая буквы, он постепенно нам уменьшает, видите, количество вариантов и, соответственно, очень удобно им пользоваться. Но это что касается контактов. Итак, давайте совершим звонок, как все это выглядит. Вот, пошел звонок. Как вы видите, большая иконка работы выводится. Можно включить громкоговоритель, то есть громкая связь присутствует. Но это все, в принципе, вот, видите, но это все, в принципе, стандартно. Итак, разъединяем. Если же наоборот идет входящий звонок, сейчас я его совершу, то мы видим следующее. Вот, мы можем выбрать без звука, ответ, ну или сбросить клавиши. В общем, сбрасываю. Но, опять же, Nokia 5530 это смартфон, и поэтому мы можем записать несколько программ, которые резко расширяют функциональность. Итак, давайте, что это за программы. Сразу хочу сказать, что таких программ несколько типов. Я покажу именно тип, ну и представитель Voice Inbox. Что это такое? Это программа автоответчик. Мы включаем ее, нажимаем «Скрыть» и вот делаем так. Вот я выхожу. И сейчас я позвоню на этот телефон с другого телефона. Так. Вот я звоню. Внимание, это автоответчик, это сообщение после звукового сигнала. Та-дам! Ну вот, собственно, и все. Демо сообщения. На этом все. Итак, здесь у нас разъединено. И видите, новое голосовое сообщение. Предлагают посмотреть. Ну, давайте посмотрим его. Выбираем его. Ну вот, собственно, и все, демо сообщение, на этом все. Единственное, видите, добавляется эхо, но в принципе автоответчик срабатывает. Это что касается автоответчика. Выходим из этого приложения. Помимо всего автоответчика, мы можем еще совершить такое некое шпионское действие и записать, собственно, сам разговор. Для этого нам программа Ultimate Voice Recorder. Скрываем программу. Видите, здесь внизу появляется маленький даже диктофончик показано. И звонок осуществляем еще раз. Идет звонок. Открываем. Ну и начинаем разговаривать туда и сюда. Ну, в общем, и на этом мы разъединяем. Разъединяем. Входим в сам наш диктофон. И вот он нам предлагает прослушать этот трек. Вот. Ну и начинаем разговаривать туда и сюда. Ну, в общем, и на этом мы разъединяем. Но я так понимаю, что эхо как раз возникает из-за того, что я говорю прям два телефона вместе собраны. Так эхо быть не должно. Ну, в общем, вы видите, что срабатывает это. Ну и последнее это blacklist, то есть черный список. Либо, соответственно, возможность какая? Либо какую-то персону заблокировать, либо вам смогут звонить только люди, которым вы разрешаете из вашей записной книги.
Итак, включаем черный список. Туда поставлен этот телефон, с которого я все время звоню мой. Ну и я звоню. И видите, он мне показывает, как будто номер все время занят. Я ничего не скидывал, а номер занят. Ну и на этом, я думаю, с телефонными функциями Nokia 5530 мы полностью разобрались. Всем пока.